Нижний Новгород оказался одним из самых популярных в списке городов, куда отправляются болельщики из Коми. Многие покупали билеты незадолго до проведения матчей, а потому на руках не было паспорта болельщика. Но на местах все было настолько организовано, что любителям футбола по этому поводу даже не пришлось переживать. В каждом городе проведения чемпионата мира организованы специальные центры выдачи паспортов болельщика. Так уж получается, что даже в дни проведения матчей не у всех болельщиков на руках есть главный документ, без которого на стадион просто не попасть. Вот и в Нижнем Новгороде в день проведения игры Швейцария-Коста-Рика центр выдачи паспортов болельщиков работает на полную нагрузку. В каждом городе проведения чемпионата были свои фан-зоны. Здесь устраивали фестивали болельщиков с национальным колоритом и российским размахом. Здесь же шли трансляции матчей. В нашем случае, по официальным данным, через эти точки эмоционального накала и веселья прошли более 300 тысяч любителей футбола. Кстати, покой болельщиков в Нижнем Новгороде охраняют стражи порядка из 7 регионов, в том числе из Коми. В дни проведения матчей в городах, которые принимают Мундиаль, просто беспрецедентные меры безопасности. На подъездах и на подходах к стадионам перекрыты буквально десятки улиц. Потому что еще вчера было оживленной автомобильной трассой. Сегодня большая пешеходная зона. И здесь есть буквально все языки мира. Но все участники Мундиаля понимают друг друга без слов. Ведь все говорят на одном большом футбольном языке. Республика Коми, привет! Из Нижнего Новгорода. Привет! Республика Коми, привет! Республика Коми, привет! Сотни фотографий и видео пополняют новостные ленты соцсетей. Наши болельщики охотно делятся своими впечатлениями со стадионов и фан-зон. Организаторы чемпионата мира выполнили свое обещание с Wi-Fi. Проблем с ним действительно никаких. Как, в принципе, и со всем остальным. Организация на высоком уровне удивила всех без исключения. И гурманов, которым есть с чем сравнивать, и тех, кто впервые оказался на многотысячном стадионе. Виктория Палкина, Алексей Корчма, телеканал Юрган.